Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Мужчину, который вам симпатичен, либо нравится. А тема звучит так. Что он думает о вас и будет ли он к вам проявляться? Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Девочки, что-то вы его сломали. Здесь поломанный мужчина вышел. Разрыв шаблонов, взрыв мозга. У него земля из-под ног уходит, когда он вас видит, либо когда он о вас думает. Вы какая-то необычная, вы какая-то неземная. Вы его заколдовали, даже не очаровали, а заколдовали. Слушайте, а он вас боится. Он реально вас боится. Я вижу, что у вас есть к нему симпатия, есть у вас к нему интерес, но при этом вы никак понять не можете, вот что у него к вам. Потому что ведет он себя явно как какой-то неадекват. Вот честно, без обид. То он вам улыбается, и вы можете мило поговорить, да, причем он так смотрит на вас, как кот на сметану, то он вообще холоднее, не знаю, айсберга, и как будто бы пытается куда-то убежать, спрятаться, лишний раз там на глаза не хочет показываться. Да? Вот вообще непонятно, что с ним происходит. А он бедненький, напугался, растерялся, он действительно не знает, как ему на вас реагировать. Он понимает, знаете, как пропадаю. Боже, я ее вижу и пропадаю. Да, еще какая-то песня была, я забыла, певица, типа шансон, наверное, что-то было, да, «Пропадаю я». «Мама, пропадаю я». Кто помнит эту песню, кто помнит эту певицу? Она еще, по-моему, какие-то шоу вела по телевизору. Напишите в комментариях. Почему-то прям всплыли эти слова. Но это, наверное, его слова. Или он слушает эту певицу и думает о вас. Девчонки, так тоже может отыграться. Да, интересно. Он, знаете, у него руки к вам тянутся, и он сам себя по рукам бьет. Давайте я на оракуле еще сразу посмотрю, что за фрукт и почему он так пропадает в вашем присутствии. Да, мужчинка-то вообще огонь на самом деле. Тут показали, что он очень хороший, что он симпатичный, что он умный, перспективный. Но почему он так себя ведет, как юнец просто, да? Подросток в пубертате. Что такое за поведение? Либо что вы с ним такое сделали, что он просто пропадает. Так, что за мужчина? Кто такой? Ничего себе. Ну, ничего себе. Ну теперь все понятно. Девочки, этот мужчина пережил в своей жизни какую-то большую трагедию, разочарование и боль, да, именно в личном. С какой-то женщиной. Прям все его, видите, мечты о счастье, о радости, о семье, о любви, вот как будто бы разбились вдребезги. И этот мужчина уже давненько в таком состоянии, и он как будто бы, знаете, поклялся, наверное, либо запретил себе любить. Да, поклялся, что я больше не буду любить, и запретил себе любить. И поэтому он так на вас странно реагирует, потому что он каждый раз, когда вас видит, понимает, что это да, это любовь, это похоже на любовь. Это те же ощущения, которые он когда-то испытывал, то есть они у него в памяти всплывают, и ему и хочется, и колется, понимаете? Здесь как будто бы время прошло, но его недостаточно. Еще должно пройти время, чтобы он отпустил эту ситуацию. Либо ему нужно помочь расслабиться. Понимаете? Слишком он зажат, слишком он долго был в этой тоске, в горюшке, в печальке. Его какая-то другая женщина очень сильно обидела. Просто
вырвала ему сердце, наплевала в душу, растоптала, размазала. Да, понятно теперь, почему он так на вас реагирует. Да, хочется, но при этом боится опять обжечь свое сердце. Так, ладно, давайте посмотрим, в принципе, на ваши действия посмотрим, да, как вам лучше поступать, как вам лучше действовать. Потому что вы ведь тоже в шоке, да, вы не понимаете его реакцию, не понимаете, нравлюсь, нет, там, интересно, не очень, стоит, не стоит, там, свободный, не свободный, вы этого тоже не понимаете. Так, совет для вас. Девочки, ну совет немножко не связанный с ситуацией. Здесь совет вам чему-то научиться, что-то узнать, какой-то свой талант, какую-то свою способность раскрыть. То есть вам карты говорят в таком ключе. Мужчина этот никуда от тебя не денется. Он еще там в своей памяти поковыряется, в своих ощущениях разберется, да, определится, и с мужчиной все будет хорошо. То есть он вас уже под прицелом держит, да? Пусть он немножечко там отстраненный, пусть он странный, но вас держит под прицелом. Вы его уже покорили. Просто ему нужно время на то, чтобы признать, понять, принять и расслабиться. Вот. А вам говорят, ты очень талантливая, ты очень классная, ресурсная. Дай свободу своему творчеству, своему таланту, своему креативу. Будь посмелее, будь поактивнее и чем-то новым займись. Да? Либо что-то новое изучай. То есть идет какой-то звездный час, когда вы в своих руках будете держать просто огромный кусок счастья, огромный кусок радости. Либо действительно какие-то большие деньги, большие возможности к вам придут. Но для того, чтобы их получить, нужно себя раскрыть и какие-то новые знания получить. Мои хорошие, что-то новое, вот прям новое ваше у вас уже прям в руках. Да? Вот как этот ребенок. Это не ребенок, это именно новизна. Новое дело, новое увлечение, новая работа, новое призвание. Да? Вот займитесь, пожалуйста, этим в данный период времени. А этот мужчинка, ему просто нужно еще немножко времени на то, чтобы разобраться со своим прошлым, разобраться с собой, со своими ощущениями, мыслями и, конечно же, страхами. Видите, как в жизни бывает. Все привыкли говорить, что мужчины плохие, там, женщинам сердце разбивают, там, играют с женщинами, либо им одно только надо. Но часто я как эзотерик, как практик, часто встречаю ситуации, когда мужчины также страдают и от женщин. То есть как обои-ребои, да, и мужчины, и женщины могут отличаться. По крайней мере, индивидуумы есть такие, которые могут идти по жизни, знаете, как такие потребители, да, ни о чем не думая, ничего не боясь. Вот этот мужчина, он, скорее всего, очень сильно пострадал. Как будто бы его через мясорубку прокрутили. Дайте этому мужчине времени. Девочки, он в голове только вас держит. Только вас. Вы сейчас главная мысль в его голове. Вы сейчас его самое важное желание, самое важное стремление. То есть постоянно 24/7 он думает о вас. Мысли его вдохновляют, делают его счастливым и одновременно пугают. Пугают, настораживают. И действительно, он еще не выбрал ни тактику, ни направление. Значит, мои хорошие, дайте время, расслабьтесь, занимайтесь собой, своей жизнью и знайте, что придет тот час, придет то время, когда между вами вот что-то прям прекрасное будет. Между вами букет вообще вышел, видите? Вот он, букет. Он будет. То есть это романтика, это ухаживание, это встречание, это общение. Но у кого-то даже и свадьба по букету отыграется, девочки. Вы все разные, понятно, что по-разному у вас пройдет. Но тем не менее, в будущем я вижу, что вы с этим мужчиной вместе, вот они, вы сладкая парочка, и все прекрасно, вы будете всем довольны. Я еще скажу, что этот мужчина не просто так появился в вашей жизни, и не просто так появились вы в его жизни. Видя карты, я теперь понимаю, что, например, значит этот знак. Такие знаки, они означают излечение, исцеление
и перелом в судьбе. Этот знак вышел и вам, и ему. По крайней мере, он затрагивает двоих. То есть вы этого мужчину, я так понимаю, исцелите своей любовью, тем, что вы очень хорошая, порядочная женщина. То есть вы ему покажете, что не все женщины плохие, что есть очень-очень хорошие, такие как вы. То, что ему там когда-то не повезло, это не значит, что нужно на себе крест ставить, что нужно быть там монахом, одиноким, там бобылем. Да? Это не так. Да, он ошибся, но никто от этого не застрахован. Теперь появились вы его излечите от его боли, от его страхов, от его каких-то пережитых переживаний. Но он уже это пережил, да, просто он это не отпустил, а вы ему поможете. И то же самое он вам для чего-то дан, только я не могу понять для чего. Не могу понять для чего. Но он тоже влияет на вас и на вашу судьбу. То есть какая-то коррекция судьбы идет благодаря тому, что вы с этим мужчиной встретились, и благодаря тому, что вы с этим мужчиной будете. Какая-то коррекция вашей судьбы идет. Но здесь просто вопрос открытый, я даже не осмелюсь смотреть на картах. Слишком вы все разные девочки, слишком разные. Я вижу что-то не так с вашей жизнью, что-то не так с вашей судьбой. А вот именно он это может исправить. Либо благодаря ему это все выправится. Ну, я думаю, вы сами знаете, что не так с вашей жизнью, что не так с вашей судьбой. Для вас это, кстати, очень болезненная тема. И, может быть, вы искали рецепт, да, как мне избавиться от этого нехорошего перелома, либо момента в моей судьбе. Вот именно мужчина вам поможет. Именно этот мужчина, которого вы загадали. Девочки, расслабляемся, занимаемся собой, занимаемся своими делами, а этого мужчину не трогайте. Будьте открыты, будьте приветливы, дружелюбны будьте обязательно. Не психуйте на его поведение. Знаете, что он раненый. Да? На раненых нельзя обижаться. Рана у него затянется окончательно, он забудет о своем ранении и сразу прибежит к вам. Но вы его уже покорили, он уже у вас в кармане. Вот хотите верьте, хотите нет, но я вижу, что это так. Но опять же, смотрите, вот коррекция судьбы. Вы вместе, смотрите, счастливые, руки вверх поднимаете, да, то есть руками машете, потому что вы счастливые, вы в обнимочку стоите. И вот он, букет, видите, в венце у вас букет стоит. Так что все будет, обязательно будет. Просто дождитесь, дайте ему срок прийти в себя, опомниться. И, конечно же, будут действия. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.